Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем профессиональные треки хакатона молодых педагогов. Нам очень важно сегодня вместе с участниками хакатона обсудить вопросы, связанные с созданием ассоциации молодых педагогов. Уже прошло 2 года, как мы на уровне нашей республики инициировали создание Ассоциации молодых педагогов. Уважаемые молодые педагоги, мы понимаем, что ассоциация – это открытое профессиональное сообщество, главная задача которого, конечно же, включиться в решение задач, которые стоят сегодня перед системой образования нашей республики. Нам очень важно, что в течение 2 лет мы действительно, основываясь уже на национальном проекте образования, осознавали, что должны быть включены новые механизмы создания ассоциации. Это должно быть не столько профессиональная ассоциация, как номенклатурная структура, а скорее всего именно как сообщество активных, креативно мыслящих молодых педагогов, которые стремятся сегодня войти в образовательное пространство с новыми компетенциями, готовы вести за собой, стать лидерами профессионального сообщества. Поэтому, уважаемые коллеги, нам очень важно, что, начиная с сегодняшнего дня, мы даем старт официального регламента создания ассоциации. Уважаемые коллеги, на сайте хакатона уже представлен проект положения об ассоциации. Представлено заявление, но это лишь документы. Поэтому, конечно, нам важно сегодня передать слово для обращения к вам, уважаемые коллеги, Александру Сергеевичу Гаврилову, который в прошлом году был представителем нашей республики на первом педагогическом форуме молодых педагогов, который состоялся в Ленинградской области. Александра Сергеевича была возможность вступить в профессиональное общение с министром просвещения Российской Федерации, познакомиться с молодыми педагогами, которые сегодня уже включены и в кадровый резерв системы образования, осознать важность ассоциации как механизма, который действительно сегодня будет сопровождать молодых педагогов именно в процессе профессиональной поддержки, сопровождения развития. Александр Сергеевич в прошлом году был активным, даже не участником, а активным членом нашей профессиональной команды. Был модератором нескольких площадок и в течение 2 дней вместе с молодыми педагогами был погружен в систему профессионального дизайна нашей новой системы образования в контексте проекта «Учитель будущего». И уже в 2019 году, в октябре, Александр Сергеевич, как молодой педагог, стал победителем конкурса «Классный-классный». Александр Сергеевич, я знаю, что вы вместе с нами сейчас в течение этого периода работали на наших площадках, участвовали активно в профессиональных треках. И, конечно, очень важно, что ваше обращение сегодня, оно должно быть для нас профессиональным стимулом для дальнейшей нашей работы. Александр Сергеевич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Галина Владимировна, за такие теплые слова в мой адрес. Что касаемо профессионального роста, да, и прежде всего мы здесь говорим о создании ассоциации. Конечно, нужно говорить о том, что действительно очень важно для молодых педагогов, ну, так скажем, посещать, да, подобные площадки,
Ну, на примере, конечно же, нашего хакатона и федеральные площадки, которые дают большой стимул для развития, прежде всего, профессионального развития. А, И если мы говорим о нашей ассоциации в будущем, да, конечно же, очень важно, чтобы к нам подключились молодые педагоги всей республики, активно включились в работу ассоциации, потому что а, ну, здесь мы будем включать педагогов в различные направления деятельности, о которых, наверное, мы заявим позже, да, Галина Владимировна, или мне сразу все раскрыть, все тайны? Слышно, да, меня? Я тогда обозначу, да, определенные направления, которые мы обговорили уже с Галиной Владимировной и с Александром Викторовичем. Прежде всего, конечно же, ну, мы обозначили одно из направлений, очень важных направлений в рамках нашей ассоциации создать школу тренеров, да, чтобы была возможность обучить наших молодых педагогов наставничеству, обучить в плане того, чтобы они могли работать в качестве экспертов на различных площадках, ну и, конечно же, спикерами на подобных площадках, как наш, например, сегодня Хакатон. Но мы же все-таки работаем с педагогами. Особо важным направлением в работе нашей ассоциации будет это, конечно же, уроки, да, федеральный государственный образовательный стандарт. Одним из направлений, которые мы хотим сделать, это классное руководство. И завтра я буду давать мастер-класс «Я классный руководитель», где мы сможем с педагогами обсудить профессиональные компетенции классных руководителей. В прошлом году, кто у нас был на хакатоне, мы с ними говорили о профессиональных компетенциях именно молодых педагогов, а завтра мы продолжим, да, вот, подобную сессию, так скажем, да, уже через год, да, и я, конечно, буду очень рад, если к нам подключатся педагоги, которые были в прошлом году в очном формате, да, в этнопарке, ну и, конечно же, новые, да, участники нашего хакатона. Дальше особым важным направлением, конечно же, является это профессиональные конкурсы. Нужно мотивировать, да, наши молодые кадры для участия в профессиональных конкурсах. Да, и я на своем примере здесь могу показать, что за моими плечами за 3 года учебных это 3 профессиональных конкурса. Вот. И, естественно, это огромная школа, которая дает огромный толчок к развитию. Ну и особым направлением, которое обозначено в нашем национальном проекте образования, да, это является наставничество, и, конечно же, и это направление мы постараемся охватить в нашей ассоциации молодых педагогов. И отдельно, конечно же, я уже не раз об этом говорил с молодежью, что они должны активно включаться в работу различных форумов и семинаров, особенно если это очные форумы, которые проводятся на протяжении 2-3 дней, а есть и форумы, которые идут целую неделю.
и тогда у участников есть возможность погрузиться в профессиональное общение на долгий, так скажем, период, краткосрочный, и это тоже дает огромный плюс. Ну и важным является направлением, конечно же, аттестация молодых педагогов, да, и я думаю, что здесь совместно с Центром аттестации Республиканского института развития образования тоже мы будем проводить определенную работу для того, чтобы наши педагоги были мотивированы к аттестации. Ну, если, в принципе, да, скажем, все вот эти направления, они охватывают, то аттестоваться будет, я думаю, что им несложно. Вот. И, конечно, такой у меня посыл, да, для молодых педагогов, чтобы, я очень надеюсь, что, да, вот вся вот эта ситуация сегодняшняя, она в скором времени закончится, и, как уже анонсировала Галина Владимировна, в октябре продолжим наш хакатон в очном формате, и к тому времени, я думаю, что у нас уже появится наши претенденты, да, которые захотят вступить в ассоциацию, да, и мы уже сможем наметить определенные точки роста. Ну и очень важно, да, чтобы мне хотелось здесь подчеркнуть, очень хочется услышать от молодых педагогов свои предложения, чтобы они хотели увидеть в нашей ассоциации, какие направления в работе видят еще они. Я думаю, что это тоже будет очень важно. Ну, я думаю, что пока у меня все, готов передать слово. Спасибо, Александр Сергеевич, спасибо за ваше профессиональное неравнодушие и понимание, что именно от профессиональной позиции каждого молодого педагога сегодня зависит, как мы развиваемся, в каком направлении развивается каждая организация. И, значит, мы понимаем, что сегодня ассоциация может стать тем объединением молодых педагогов, которое принимает решения, которое содействует прежде всего интересам наших молодых педагогов. И очень важно, мы сейчас, коллеги, на слайде выведем цели и задачи ассоциации. Вот посмотрите, пожалуйста, очень важно, что задача ассоциации – это именно консолидация сил молодых педагогов для решения актуальных профессиональных и социальных проблем. Это оказание помощи в социальных вопросах и, как Александр Сергеевич говорил, и в профессионально-методическом плане. Это ориентация именно на совершенствование профессионального мастерства посредством различных конкурсов. И, конечно, именно ассоциация должна стать тем профессиональным объединением, которое позволяет демонстрировать свою не только профессиональную, личную позицию, но, возможно, и выступать с какими-то инициативами на уровне республики. Александр Сергеевич, большое вам спасибо. Мы еще будем вас подключать сейчас, потому что важно именно обсуждение и понимание того, что готовность включиться в деятельность ассоциации сегодня эта позиция важна для каждого из молодых педагогов. Я хочу передать слово Александру Викторовичу Аверину, который более подробно остановится на регламенте взаимодействия с вами и подробно представит вам информацию, которая располагается уже на сайте нашего хакатона. Александр Викторович, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники хакатона. Я хочу обратить ваше внимание, что, как анонсировал Александр Сергеевич, у каждого из вас есть возможность высказать непосредственно свои пожелания, свои какие-то мнения относительно первого документа. Это, собственно, положение о самой ассоциации. Данный текст размещен непосредственно на сайте хакатона, в мероприятии, посвященном как раз тому событию, которого мы сейчас с вами являемся участниками.
то есть событие «Информационная сессия Ассоциации молодых педагогов», организации функционирования, где вы после окна трансляции сможете увидеть в данном случае материалы мероприятия, то есть где размещен проект положения об Ассоциации молодых педагогов. Для того, чтобы осуществить и оказать определенную непосредственно помощь нам, да, как организаторам и инициаторам подобного, в данном случае, обсуждения и взаимодействия с вами, нам бы хотелось, чтобы вы в поле, где предложено непосредственно добавить комментарий, высказали свое мнение либо предложение относительно текста данной ассоциации. При этом обратите, пожалуйста, внимание, у вас есть возможность добавить комментарий. Необходимо, конечно же, будет еще обязательно указать имя, e-mail. Ну и в данном случае выбрать пункт «Сохранить мое имя, e-mail» и адрес сайта в этом браузере для последующих комментариев. И, по сути, нажать кнопку «Оставить комментарий». Для чего нам это необходимо? Мы получим от вас, собственно, обратную связь по содержанию данного положения, где вы можете фиксировать непосредственно каждый пункт, например, раздел 1, раздел 2 и так далее. Всего их у нас с вами 8 в этом положении, где вы можете непосредственно давать уже какие-то определенные, либо формулировать определенные критические замечания, либо предложения. Далее, в данном случае, у нас есть пример, также образец примера формы заявления для вступления в ассоциацию. Она достаточно пока условна. Почему? Потому что мы говорим только лишь о создании данной структуры, которая непосредственно решала бы достаточно большое количество задач. Некоторые из них уже Александр Сергеевич анонсировал, предложил в данном случае. И мне хотелось бы подчеркнуть, конечно же, его призыв не оставаться в стороне, быть активными в этом процессе. Почему? Потому что это, по сути, общественная организация создается именно для обеспечения взаимодействия молодых специалистов, работающих в образовательных организациях Республики Коми. Я понимаю, что в перспективе можно выходить, конечно же, за рамки внутри республиканского взаимодействия в целом, но нам очень важно пройти эти шаги постепенно. И, конечно же, без вашего участия, без вашей помощи мы этого сделать, естественно, не можем. Поэтому от имени оргкомитета Республиканского хакатона молодых педагогов, от имени всех организаторов данных мероприятий мы призываем вас принять активное участие в обсуждении этого проекта. Да, спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, для нас все участники хакатона – это участники, которые сегодня действительно включены в открытое профессиональное пространство. Вы уже неравнодушные не только к своему профессиональному развитию, но и к тем новым трендам, которые сегодня мы в рамках хакатона рассматриваем. Александр Сергеевич, к вам хочу обратиться и ко всем участникам сегодняшней нашей сессии. Уважаемые коллеги, пожалуйста, проинформируйте своих коллег через социальные сети, через мессенджеры. Это уникальная возможность действительно стать профессиональным объединением, коммуницировать, принимать решения, выступать именно объединением, в рамках которого вы вместе с нами, а может быть это будут еще какие-то другие профессиональные треки, будете обсуждать и формировать новые профессиональные практики. Поэтому, коллеги, я обращаюсь к вам, и мы уже говорили, и от лица оргкомитета, и, конечно, от лица Министерства образования, науки и молодежи политики Республики Коми с профессиональной просьбой стать сегодня основателями нашей ассоциации молодых педагогов. Почему наша? Потому что она республиканская. Поэтому, уважаемые коллеги, начнем мы с регламентации, а именно с документа. Мы имеем возможность через оргкомитет принять положение об ассоциации. Оно сегодня уже представлено и является проектом, который предусматривает на самом деле все те профессиональные ситуации, о которых и Александр Викторович говорил, Александр Сергеевич, но нам важна ваша позиция.
Посмотрите, поизучайте. Если вы принимаете данный проект, тоже в комментариях отметьте. То есть на самом деле поле комментария, оно не требует обязательно каких-то замечаний, кардинальных изменений. Если принимается, так и обозначьте. И сегодня с нами вот активно участвуют, сейчас около 30, около даже 40 участников, коллеги. Важна позиция каждого из вас. И далее уже по заявлениям, коллеги, формат заявления, он понятен с точки зрения самого документа. На сайте размещен вордовский документ. Вы имеете возможность его заполнить и на адрес Александра Викторовича, потому что мы собирали информацию о всех участниках через адрес Александра Викторовича, мы, наверное, еще на сайте это обозначим, вы можете заявление о готовности вступить в ассоциацию сразу отмечать. Но Александр Сергеевич, я думаю, что, Александр Сергеевич, вы на данном этапе для нас станете именно лидером молодых педагогов, который готов сегодня не только публично демонстрировать именно необходимость создания ассоциации, но и стать во главе этого процесса. Александр Сергеевич, мы правильно понимаем, что именно через профессиональные коммуникации, которые выстроены и с молодыми педагогами, и с руководителями образовательных организаций, и с представителями методических объединений, вы и совместно мы с большим удовольствием сможем проинформировать об этой уникальной профессиональной ситуации, которая позволит нам выйти на новый уровень профессионального взаимодействия. Александр Сергеевич, согласны? Да, да. Хорошо, уважаемые коллеги, мы очень рады, что состоялась данная у нас сессия. Мы все-таки хотим обозначить, что эта сессия не только информационная, а стратегическая. Почему? Потому что мы действительно сегодня вырабатываем стратегию принятия решения на уровне уже нового объединения молодых педагогов. Я поздравляю вас именно с тем, что вот такое решение, оно сегодня первое публично озвучено, и оно озвучено не Институтом развития образования, а именно вами, уважаемые коллеги. К нам было очень много обращений по поводу того, что нужна ассоциация. Поэтому, коллеги, вы сегодня являетесь именно вы участниками этого профессионального события. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, может быть, какие-то предложения, мы готовы провести еще одну информационную сессию. Александр Сергеевич, может быть, что-то инициирует, поэтому сразу хочу сказать, что наш институт готов сопровождать любые профессиональные треки для создания ассоциации, для включения в нормативное поле данного процесса. Поэтому, коллеги, если есть вопросы по проекту, и вы его не нашли, можете обращаться к нам, но я внимание обращаю, что на сайте Хакатона в разделе «Информационная сессия» данный проект уже представлен, и также ваше намерение через заявление – это тоже тот инструмент, который позволит нам в течение, коллеги, вот теперь давайте по срокам определимся, до 1 августа заявить о вашем намерении. И далее, я думаю, Александр Сергеевич, мы будем уже постепенно понимать вот эти контрольные точки. Первый, наверное, у нас этап до 1 августа, посмотрим, сколько у нас коллег до 1 сентября. И конечный уже вариант состава, скорее всего, коллеги уже до 1 октября. Но очень важно, чтобы вы сейчас включились. Я думаю, что написать заявление, конечно, это важный шаг, но не надо его откладывать, потому что мы тогда будем видеть персонале, и Александр Сергеевич уже начнет работать с вами именно как с лидерами сообщества, как с теми, кто сегодня готов принимать участие в создании ассоциации. И проект аналогично, коллеги, мы надеемся, что вы очень оперативно его начнете смотреть. Сразу хочу сказать, что в процессе уже его принятия могут быть какие-то коррективы, но нам важно понять, что данный проект мы можем в дальнейшем распространять через различные наши сообщества как основание для создания ассоциации. Поэтому, коллеги, по обсуждению проекта предлагаю, может быть, тоже сначала до 1 августа, или, может быть, даже до 1, вот коллеги пишут уже,
Коллеги, по поводу сроков обсуждения проекта, сколько необходимо времени для обсуждения проекта? Коллеги, Александр Сергеевич, сколько необходимо времени для обсуждения проекта? Ну, я думаю, что действительно нужно, наверное, до 1 августа, потому Да, что да. период Хорошо, давайте начнем тогда. это определенный роль, да? Да, Вот. И да. уже ближе к учебному году, я думаю, что уже будем понимать, ну, Да, то есть какова среда, да, профессиональная, с кем в дальнейшем нам выстраивать отношения. Поэтому, коллеги, предлагаем до 1 августа как первый этап. У нас будет 2 адреса. Александр Сергеевич, может быть, тогда оставите сейчас в чате и свой адрес, через который можно выстраивать взаимодействие. И наш адрес нашего института – это адрес Александра Викторовича, который тоже с вами взаимодействует. Поэтому, если мы говорим о 2 процессах, о обсуждении проекта и о заявлении, если есть какие-то вопросы, 2 адреса для вас являются основой для выстраивания коммуникации. Ну и на сайте, да, вот Александр Сергеевич, ваш адрес, да, спасибо, коллеги. Зафиксируем. Коллеги, хорошо. У нас есть вопросы, Александр Иванович, да. Уважаемая Вера Валерьевна, мы ваш вопрос непосредственно переадресуем Наталье Николаевне, которая отвечает непосредственно за организацию семинаров для классных руководителей. И я думаю, что она персонально по вашему электронному адресу выйдет и прокомментирует в данном случае сложившуюся ситуацию. Про вебинары, семинары классных руководителей. Галина Владимировна сейчас проинформирует. Да, уважаемая Вера Валерьевна, данные вебинары у нас проходят в офлайн режиме. Сейчас у нас открывается доступ к группам, то есть не каждому индивидуально. Вот набирается группа 10 человек, доступ открывается, то есть они у нас все офлайне. А есть семинары, которые будут уже проходить в июле, и вот на эти семинары будет приходить ссылочка на подключение, уважаемые коллеги, потому что часть семинаров, которая была в июне, мы провели уже 2 семинара, они прошли у нас в офлайне, есть запись, которая вам будет направлена, поэтому не волнуйтесь, мы на ваши электронные почты, уважаемые классы руководители, будем направлять. Сразу хочу проанонсировать участникам одного из онлайн-семинара будет у нас Александр Сергеевич в июле, если не ошибаюсь, 17-го, да, июля? Нет, 22-го. 22-го, да, 22-го. Поэтому как раз, когда у нас будут работать практики, у нас будет онлайн-режим, и, да, и в то же время, Вера Васильевна, в офлайн-режиме они будут постепенно открываться. Поэтому, да, спасибо. И второй у нас вопрос, если не ошибаюсь. Это тоже. Хорошо. Да, хорошо, спасибо. Ну и анонсируем тогда мы еще и завтрашний мастер-класс Александра Сергеевича, на котором мы приглашаем всех наших уважаемых коллег, которые сегодня в течение всего целого дня работали на разных площадках и мероприятиях. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы завтра с вами начинаем работать с 13:00, ну и завершаем примерно в 18:00, где будем подводить непосредственно итоги 2-дневного хакатона. Обращаю ваше внимание, что, как говорила сегодня уже Галина Владимировна, это первый этап республиканского хакатона, который получит свое логическое продолжение уже в октябре. Но об этом завтра, и завтра у нас тоже большое количество интересных мероприятий, на которые мы вас и приглашаем. Да, спасибо, Александр Викторович. Очень важно, что в рамках проектной сессии погружения в дизайн и мышлению мы будем обсуждать с вами проектные задачи, которые вместе с вами будем решать. Разнообразные направления – это и воспитание, и качество образования, и цифровая среда, и формирование кадрового резерва. Поэтому, уважаемые коллеги, подключайтесь для того, чтобы принять участие во 2-м этапе хакатона и стать действительно теми, кто принимает решения на уровне республиканской системы образования, формирует эту систему и, конечно же, включается в Ассоциацию молодых педагогов. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, можете задавать. Мы очень рады, что вы вместе с нами были в течение 5 часов.
Я передаю слова благодарности от наших федеральных экспертов, региональных экспертов. Это слова благодарности в ваш адрес. С вами очень приятно работать. Поэтому благодарим вас, уважаемые коллеги, что вы сегодня вместе с нами погружались в новое профессиональное пространство хакатона. Коллеги, удачного вечера. Ждем вас завтра в 13:00. Программа тоже интересная. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.